Гости из Москвы торжественно открыли и Республиканский клинический перинатальный центр. С небольшой праздничной программой их встретили детский танцевальный коллектив и будущие врачи. Выступая перед собравшимися, Вероника Скворцова отметила, что за 1,5 года ингушским медикам удалось снизить младенческую смертность на 20%. Это, по ее мнению, один из лучших показателей развития региональной системы здравоохранения. Чтобы лично оценить качество оказываемых в центре услуг, гости прошлись по отделениям медицинского учреждения. Не оставались без внимания и маленькие пациенты. Самостоятельно сосуд, объем кормления увеличивается, от парентерального питания уже отходит. Сегодня на программу уже выдали около 35 детей, то есть родилось все женщины, которые к нам пришли с группой высокого и среднего риска. Вот, и из этих детей один ребенок родился с экстремально низкой массой тела. Министр здравоохранения России вручила подарки роженицам и пожелала им всех благ и здоровья. Далее делегация из Москвы направилась в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, которые оснастили по последнему слову техники. Сейчас здесь высококвалифицированную медицинскую помощь получают дети с экстремально низкой массой тела. Осмотрели гости и другие отделения перинатального центра. В целом, увиденным Вероника Скворцова осталась довольна и отметила, что нашу республику ждут большие перспективы. Врачи, которые работают и в онкологическом центре, и в перинатальном центре, они прошли потрясающую высокую подготовку с лучшими стажировками в ведущих клиниках страны. Во всех центральных наших и онкологических учреждениях, и в перинатальных наших центрах, в Федеральном центре акушерства, гинекологии, перинатологии имени Кулакова. Я вижу колоссальные изменения в лучшую сторону. Если 4 года назад мы говорили с Юнусбеком Бамангиреевичем о том, сможем ли мы выстроить систему трехуровневую, мы говорили, давайте ставим перед собой задачу сделать первый и второй уровень. А мы выстроили трехуровневую, и уже сейчас Ингушетия имеет свои собственные высокотехнологичные центры. Я хочу сказать сегодня огромный, просто низкий поклон и огромное спасибо от всего нашего народа вам, Мария Юрьевна, за вот такой подарок нам. И, конечно, главному застройщику Ростех Сергею Викторовичу Чемизову, его команде. И тем ребятам, которые Галаева Асаба, первый, кто у нас начинал, там, Вязиков Бекхан. Все сделали, вот, все выполнили задачу. И этот центр, он не будет, я даю слово, он уже работает. Он не будет так, что мы сегодня отсюда ушли. И я не буду называть там регионы, но вот как центр, типа вот ушли и все. Нет, конечно.